Ты мне очень нравишься. Как я могу не сделать тебе подарок? Привет, ушастый. Держи. Я не часто это делаю, но ты и впрямь заслуживаешь хороший... Это продается. Отличный товар. Чтобы стать знаменитым чемпионом, нужно много времени и усилий, но это окупается с лихвой. Знаешь, ты в самом деле... Да будь у меня на заднице мишень, ты все равно только себе ногу отстрелишь. Арбалеты и рогатки никогда... Это ты! Я молился о твоем возвращении. Слышал о твоих деяниях в Жульберге. Ты можешь очень нас выручить. Понимаешь, золотой желудь должны поливать живой водой из источника света. Но источник расположен в пещере неподалеку, а там, говорят, небезопасно. Священный текст гласит, что два монаха должны войти в пещеру, сильнейший и тот, которого выберет настоятель. Это затрагивает мои интересы, особенно если учесть, что сильнейший монах здесь — мое дитя. Тебя, если согласишься. Пещера в конце этой дороги. Может, тебе она попадалась по пути сюда? Наш самый сильный монах будет ждать, когда ты подготовишься. А теперь мне нужно собрать всех и приготовиться к благословению. Наш первый герой ждет нас. Там в тростниках, на чужих берегах, дубодоли сирены сгинут в веках. У тростников вдоль берегов ускользают сирены
на море зов. У камышей прибрежных камней плывут души, избегшие белых зверей. У тростника и тени подлунных холмов. У тростника тропка узка, где стонущих баньши ледяная тоска. Там в тростниках, на чужих берегах, дубодоле сирены сгинут в веках. У тростников вдоль берегов ускользают сирены на море зов. Я знала, что мой приятный голос соберет толпу. Ты будешь меня охранять? Отец сказал, что ты идешь со мной. Привет, малыш. Привет. То есть ты сильный и красивый парень, да? В пещере мне будет спокойнее с тобой. Это точно. Меня называют кувалдой, когда хотят показать остроумие. Не смешно. С этим ничего не сделаешь. Ведь монахи дают обет никого не бить по морде. Отец говорил об этом? Ну да. А теперь все сражения придется вести тебе. Нам нужен герой, а не монах-пацифист. Мы должны убедить ее сражаться. Тебе самое интересное, а мне таскать эту треклятую штуку, как лошади. Только посмотри, ну и размеры. Сколько воды нужно на один дурацкий желудь, даже золотой? Сначала ты. Если подумать, удивительно. Ну вот, смотри, здесь никого не было уже около сотни лет. Возможно, здесь была парочка авантюристов, но я не слышала, чтобы кто-то выходил живым. Возможно, здесь была парочка авантюристов, но я не слышала, чтобы кто-то выходил живым. Смотри наверх. Красивые, да? По-моему, это болотные огни. Души умерших, что не покинули мир. Все это очень грустно, правда? Ты спокойный. Осторожнее, песик. Здесь довольно высоко. Как думаешь, впереди нас ждут еще сюрпризы? Ну, эта жуткая пещера – то еще место для священного источника. Особенно из Мирного Ордена. Знаешь, я слышала, на севере есть монахи, которые верят, что нужно понять сущность насилия, чтобы преодолеть его. Надеются так обрести душевный покой. Ух ты! Я такого еще не видела. Никогда. Отец говорил, что нам нужно пройти эти 3 двери по очереди и набрать воды. Нужно что-то положить на плиты, и дверь откроется. Сначала сюда. Заходи. Чем дальше, тем тяжелее груз для очередных плит.
а в этом зале две плиты. Чтобы полилась вода, нужны мы оба. А ты вставай на эту. Ну вот, смотри. Да, эта штука становится тяжелее. Это правильно. Ну что ж, все не так плохо. Надеюсь, в следующий раз обойдется без нас. Я уже буду бабушкой, и меня это не коснется. А ведь это, наверное, лучший день в моей жизни. Песню об этом не сложат, да? Слышишь что-нибудь? Нет. Показалось, наверное. Что ты все молчишь? Ну все, похоже, что больше воды мы здесь не наберем. Это то, куда нам надо. Ну, это то место, куда нам надо. Это то место, куда нам надо. Не знала, что они такое могут. Они хотят защитить источник. Твою мать! Надеюсь, у тебя хватит на это пыль? Так его! Обратно в землю! С ума сойти! У них не было шансов. Тебе случалось драться с ними? Похоже, что да. Или ты очень быстро учишься? Я не вижу болотных огней, и позади нет пустотелых. Думаю, здесь безопасно. Так, вторая дверь, вторая плита. Вот и следующий. Я подойду к фонтану и буду набирать воду, как в тот раз. Отлично. Теперь надо подождать, пока она не перестанет течь. Жаль, что у этой посудины не плоское дно, а тут даже не передохнуть никак. Слушай, она просто перевернется, и что нам тогда делать? Проклятие! Они идут! Отличный выстрел! Вот это потрясающе!
тебя здорово выходит. Здорово! Не знаешь заклинания, чтобы эта посудина сама шла? Отлично! Ух ты! Стрелец, не останавливайся! Ой, он даже ничего не увидел! Ой! Я большая, но все равно больно! Как тебе удалось? Ты даже не касаешься его. Да, им должно быть больно, если они вообще что-то чувствуют. Все, теперь обратно в центральный зал. Ты действительно много умеешь. Ну, остался один зал. Мы уже почти пришли. В подобных ситуациях земля частенько уходит из-под ног. И что это было? Готовься к... Что там это было? Где вообще... Эй, вернись! Неизвестно, что впереди. Что с ним, как думаешь? Что это у тебя? Фу, какая гадость! Кто у нас герой? Кто отрывает головы пустотелым? Это ты? Это опять ты, а? Ну, у тебя и дружок. Чтоб я еще раз ему позволила меня облизать? Ну что? Осталось пройти всего одну комнату, и на этом все. Сильнее! Спорим, он... Ну, то есть, понятно, о чем я. Все нормально. Просто не отвлекай себя. В них ведь не можно попасть. Отсюда нет выхода. Будь они правда пусты, звук при ударе был бы не такой. Что ты тут? Я бы пропала без тебя. Как жестоко! Типа все равно, чем в них кидает, да? Ага, похоже, тебя лучше не слышать. Не останавливайся! Прекрасный выстрел! Ты можешь убить уже мертвого? Ого! Ты же вытащишь нас отсюда!
Это было круто. Одной шайкой меньше. Ой, на минуту я даже испугалась. Ну, или дольше. Спасибо. Идем дальше. Ну вот, и последний зал. Думаю, уже почти все. Я говорила это раньше, но, может быть, сейчас это так. Последняя плита, кажется, там. Владыки света, благословите сию влагу, и да породит она новую жизнь. Рождается жизнь, рождаемся мы. Сестра Ханна, Брат Робин, что это? это твой отец. Один из людей Люциана держал его в заложниках в храме. Я должна спасти отца! Идем, нам с тобой нужно попасть в храм. Одна из шпионок Люциана в храме. Проследи за ней. Это человек Люциана. Еще чего? Отпусти его, или я зарублю тебя. Нет! Не заставляй убивать тебя. Отец! Я не остановила его! Дубина! Бестолочь! Я могла остановить его раньше! Я сожалею, отец. Не о нарушенном обете. О том, что не нарушила его раньше. Мне здесь было совсем не место. Мы оба знали это. И я даю новую клятву. Люциан умрет за то, что сделал с тобой. Ее я не нарушу. Сестра Ханна, благослови. Лучше ты. Новая жизнь воздвигнется, и мы с ней. А как семена вернутся в землю, так и мы все вернемся. Это все? Прочие монахи могут слепо верить, но твои-то глаза открыты. Каким ветром тебя сюда занесло? Кто ты? Есть человек, что поведает тебе о Люциане. Где он сейчас, что задумал, и как ему отомстить, если ты выслушаешь.
Мне нужно знать все. Пойдем со мной, сестра Ханна. Я кувалда. Теперь кувалда в гильдии. Отличная работа, герой. Тебе удалось отыскать одного из 3 героев. Мы стали чуть ближе к победе над Люцианом. Кувалде нужно время, чтобы справиться со своим горем. И чтобы понять свою роль в победе над Люцианом. Может быть, ты пока займешься своим снаряжением? Кажется, в Глушвилле есть рынок. Возможно, его стоит посетить. Вернешься в гильдию, когда подготовишься. Не дай простому имени встать на пути славы. Нужен титул. Прошу прощения, господин. Могу я предложить тебе вступить в Орден Тьмы? Ты не из тех, кто зря болтает. Среди нас немало людей с таким характером. Тебе здесь точно понравится. Наш орден разрастается быстрее всех в Альбионе. Условия вступления очень просты. Орден настаивает на том, чтобы все кандидаты сначала совершили ужасный акт гнусного зла. Ну, конечно, в мое время можно было просто выбить костыли у беспомощных попрошаек. Но вот тебе нужно съесть 5 хрустящих цыплят. Если хочешь пообщаться с порочными людьми, лучше места не найти. Отлично! Итак, тебе придется съесть все до последнего кусочка. Перья, кости, клюв, извини меня. Еще жив! Ах, кажется, меня сейчас стошнит. Он еще трепыхался, когда ты его проглотил. 3! Ты съел 3! Последний, кто так сделал, упал замертво. У него из живота еще доносилось пищание. Вот еще один. Очень хрустящий. Тебя даже не передергивает, правда? Это говорит тот, кто никогда не пропускает пыточные пятницы.
Что ж, добро пожаловать в храм. Тебе удалось заслужить свое место во тьме. Лобно. Прекрати! У тебя изо рта... Добро пожаловать в храм тьмы, юный ученик. Я Корнелий Мракс. Ты вступаешь в древний орден тьмы с долгой историей темных дел и ужасающих мрачных преступлений. По вторникам мы играем в покер. Самому отвратительному и ужасающему устройству из когда-либо задуманных. Указания как раз рядом с ним. Тьма всегда жаждет жертвоприношений и любит их, любит. За каждую жертву, что приведешь в жертвенный круг, получишь кругленькую сумму очков верности. Согласно системе вознаграждения Ордена Тьмы, набрав достаточно очков, ты получаешь замечательный приз. Это ты вечно ищешь приключения на свою голову? Лучше поцелуй меня в задницу!
Добро пожаловать, дорогой друг. Прошу, дай пожертвование нашему храму и получи благословение света. Ты уходишь? Наступил официальный сонный час. Ты отлично выглядишь. О, хочешь что-то сказать? Пойдем. Отлично. Это прям удивительно. Это как это так, а? Слушай. Просто отлично. За сандалиями будущее. Конечно. Пошли скорее. Ты что, типа, это гей? Ага. Пойдем. Удивительно жилось. Герой, а есть колокольчики или эти? Лосьоны. Извини, но я сейчас очень... А правда, что быть искателем приключений? Нелегко. Я слышала, порой вся жизнь проходит за несколько часов. Бррр, подумать страшно. Мне нравится. Тьма всегда жаждет жертвоприношений и любит их, любит. За каждую жертву, что приведешь в жертвенный круг, получишь кругленькую сумму очков верности. Согласно системе вознаграждения Ордена Тьмы, набрав достаточно очков, ты получаешь замечательный приз. О да, у тебя там отличная жертва, дружище.
Введи подношение в жертвенный круг. Светлая у тебя голова. Надо же было догадаться притащить монаха. Подписал себе смертный приговор, ублюдок. В тебя ж стреляют! Почти что закончили, мужики. Это же было... Самое время настоящего. Как я люблю таких отстреливать! О, как я крут! Ты смотришь на меня? Ты можешь видеть меня? Долго, потерян, злой. Мне надо найти упокоение, найти справедливость. Может, ты сможешь помочь мне? Ты не представляешь, какие страдания я перенес. И боль держит меня в этом мире. Понимаешь, я собирался жениться. Алекс самая симпатичная девушка в городе. Мы так долго планировали свадьбу. Выбирали цветы, блюда, музыку, слова, что мы скажем друг другу. И вот настал великий день. И она не пришла. Пожалуйста, только ты можешь свершить правосудие. Хочу, чтобы она почувствовала то же, что я чувствовал тогда. Боль, унижение. Хочу, чтобы ее сердце разбилось на мелкие кусочки, чтобы она не смогла жить. Ты мне поможешь? Да, отлично. Но это будет непросто. Надо сделать так, чтобы она влюбилась в тебя окончательно и бесповоротно.
Потом, когда она будет готова принять предложение, когда не будет мыслить жизни без тебя, дашь ей вот это. Я долго обдумывал точные слова и выражения. Еще дольше это ложилось на бумагу. Я же бестелесный. Тем более впечатляет, что я сумел проделать все это. Если нужна будет помощь, мне была нужна. Это ты виноват. Ты первый ее нашел. Это же ты читал слова? Это все из-за тебя. Это ты первый сказал, что я трус, потому что не хочу читать. Ха! Да, но ведь это ты... Эй, смотри. Ну давай, попробуй же, чего глазеешь? Или слабо? Как ты смеешь не обращать на меня внимания, а? Герой! У тебя... Мой любимый цвет — цвет собаки. Хорошие детишки. Ну, раз уж это ты, я могу сделать тебе особую скидку. И правда? Помоги нам! Он Он оживил поднял мертвецов! мертвецов! Если мама О, узнает, она нас спасибо. убьет. Понимаешь, я тут начал читать книгу, которую мы нашли под названием «Нормономикон». Это ты нашел, не забывай. И ты тот человек, который прочитал... Дело в том, что мы неважно. случайно Дело в вызвали том- несколько пустотелых. Несколько сотен. А теперь книга у них. Потому что ты уронил ее, девчонка. Надо очистить кладбище, чтобы мы могли вернуть книгу и отправить этих обратно. Как ты думаешь, откуда они пришли? Не знаю. Ты вызвал их? В следующий раз, когда захочешь, чтобы мы пошли на кладбище, стукни себя по голове. В следующий раз, когда захочешь почитать книгу, лучше стукни себя топором по башке.
Ты просто психуешь, потому что не умеешь читать на древнем языке. Да, я мечтаю о том, чтобы создать толпы мертвецов, которые хотят съесть меня. Я так и знал. Опять завидки берут.
если метко стреляешь. Героев хуже тебя я не встречал, а их я повидал немало. Эй-эй-эй! Ха! Тебя изо рта за добрую милю воняет. Посмотрим, как ты стреляешь, если умеешь. Это все ради чего пришлось столько ждать. Ради тебя. До сих пор не могу пережить.
Это честь защищать от преступников таких людей, как ты. А и впрямь не дурно. Ты заставляешь меня плакать. Уверена, ты скоро наберешься опыта. Я бы взяла тебя к себе. Ну, не пойму, зачем вы напяливать такие жуткие перчатки?
Мясо. И вот я демон-страж, и мяса нет, есть только голод. Дай мне мясо, быстрее! Мясо! Славное мясо! Ты теперь заходи!
Ладно. На какой странице было заклинание «отменить»? А, вот оно. Тантир, Барада, Канда! Муклук! Вот это мне нравится. Я не часто это делаю, но ты и впрямь заслуживаешь хорошей скидки. Тебе точно нужны именно это. Надеюсь, покупка принесет тебе счастье. Пользуйся. Это... Надеюсь, покупка принесет тебе счастье. Ба, да это ты! Ха-ха, очень рад. Ну, раз уж это ты, я Ты могу сделать тебе воплощение особую самой скидку. сути великолепия. Ищешь подарок? Тогда ты и впрямь заслуживаешь скидку. Только никому не говори. О, привет, воробушек. Ты не найдешь ничего лучше во всем Глушвилле. Тебе я могу предложить товар с небольшой скидкой. Товар возврату не подлежит. Приятно иметь с тобой дело. Думаю, я могу сделать тебе маленькую скидку. Ты не разочаруешься. Спасибо. Приходи. Спасибо. Приходи в любую... Ты не разочаруешься. Ты не разочаруешься. Спасибо тебе за покупку. Спасибо тебе. Ты не разочаруешься. Ты надолго в наши края? Здесь поблизости нет распродажи. Может, небольшой, но все-таки. Как поживаешь? Почему бы тебе не сходить в дубовую рощу? Мила, прими от меня подарочек, дорогуша. О, спасибо.
Чудесный песик. Всякий раз, когда пишет дерево, хочется его порубить на дрова. Никому лесоруб не нужен? Тысячи благодарностей. А мешок моркови я поставить могу? Нет? О, я тебя не заметила. Разве не чудесно? Столько людей, и они так счастливы, правда? Не обращай на меня внимания. Я Алекс. Я уверена, ты хороший человек, но в последнее время я не склонна к разговорам. Спасибо. Я самая удачливая женщина на земле. Никогда не думала, что я снова буду счастлива, что я этого вообще заслуживаю. Я хочу тебе кое-что рассказать. Однажды я чуть было не вышла замуж. Он был милым, но мы были так молоды, слишком молоды. Я испугалась и в день свадьбы сбежала. Я ранила его слишком глубоко. Он покончил с собой. Я несла груз этой вины все эти годы и не думала, что смогу снова полюбить. Спасибо. Игры. Наступил официальный сонный час. Прежде чем думать о серьезных отношениях, нужна крыша над головой. Отвлекитесь от ужасов мира и сыграйте. В жизни каждого бывают минуты счастья. Одни мы переживаем в одиночку, другие с теми, кто нам дорог. Однажды ясным утром селяне собрались засвидетельствовать клятвы любви и верности, которые двое влюбленных давали друг другу. Кто-то говорил «странная парочка», иные увидели в этом союзе истинную любовь. Время рассудит. Ура! Тайна. Я про тебя еще не слышала, ну и что? Придет день, и все будут знать о тебе. 7 ореховых скорлупок. Тебя я обслужу особенно охотно. Еще что-нибудь на продажу? Спасибо, оно в хорошем состоянии. Я не Отчаянный знаю, проснулся с удивленным воплем. Надеюсь, жизнь героя не Если учесть, Ты здесь, чтобы совершить еще пару путешествий в прошлое? Встретишь ли ты опасность лицом к лицу, чтобы найти древние артефакты? Вот то, что у меня уже есть. Не дай археологии зачахнуть. Ну почему разбойники не оставят фермера Дженса в покое?
как насчет того, чтобы уединиться и кое-чем заняться? Разве ж тебе откажешь, дорогуша? Привет! Хоббы постоянно похищают детей. Чудесно, любовь моя. Да с тобой жарче, чем на наковальне. Ну вот, у тебя получилось одарить меня ребеночком. Рождается человек, и вся жизнь приобретает совершенно иной смысл. Только впервые увидев свое долгожданное дитя, родители понимают, что такое настоящая любовь. Они видят, сколько возможностей открыто перед их ребенком. Ему предстоит выбирать. О, чудесно, дорогуша. Налетай, покупай, книжки умные читай, подходи. Ух ты! Да, отлично. Рада тебе услужить. Пожалуй, лучшее, что есть в запасе. Покупай, ты не пожалеешь. Отличная покупка. Я искренне рекомендую это. Покупай, ты не пожалеешь. Отличная покупка. Покупай, ты не пожалеешь. Тебе понравится. Всегда приятно. Отлично. Да, прекрасно. Да, отлично. Рождение детей – важное событие в жизни любой семьи. Ей! Приятно видеть тебя снова. Пользуйся. Это хорошо. Заходи в любое время. Это. Пользуйся. Заходи в любое время.
Пользуйся. Заходи в любое время. Да, отлично. Чем сегодня могу помочь? Всегда рад тебя видеть. Эй, это ты ведь ищешь приключения на свою голову? Лучше поцелуй меня в задницу. Думаешь, умнее меня? Да у меня и то больше мозгов, чем у тебя. Так значит, у тебя теперь семья, да? Ну, с кем не бывает. Да, отлично! Как только такие, как ты, умудряются выжить. Сплошным везением. И чего ты хочешь? Пристрелить меня? Ой, ой, как страшно! Ой, 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 помогите! Я не знаю, кто ты. Да и наплевать не на это. Слышишь, Уходи! Не давай этой блохастой дворняге! Быстрее в укрытие! Так у тебя вспыхнула любовь к ней. Что самое странное, знаешь, я больше не злюсь. В моей душе мир и покой. Я попросил тебя совершить страшную вещь. Рад, что твое решение было другим. Я не думал, что она тоже сильно страдала.
Относись к ней хорошо, ладно? А не то я не поленюсь вернуться. Отвечай ударом на удар. Парни, повеселимся! Я не собираюсь! Надеюсь, этот пес не Вставай! 30-литровые... Еще удар, и все кончено.
Как мило с твоей стороны. Что это было?
как, ничего нет для меня? Хорошо, ты оказал неоценимую помощь антропологии. Кольцо позволит сделать так, чтобы все узнали о нашей любви. Отправишься ли ты в путь в погоне за разгадкой древних тайн? Мои исследования убедили меня в том, что это правильная цель. Вот она я, солнышко. Ах ты мой симпатик. Ага, вот оно. Чудесно.
Только кольцо на моем пальчике укрепит нашу любовь. Все бы тебе кокетничать. Га-га-га! Ценю тебя больше других покупателей. Сделай себе имя. Убирайся прочь, помойная обезьяна! Прочь! Дрянь, конечно, ну да ладно. Молния! Тебя подшарила! Ха! Мое антизаклинание делает твое заклинание. Да будь у меня на заднице мишень, ты все равно только себе ногу отстрелишь. Лавки закрываются. Думаешь, умнее меня? Лавкам пора закрываться. Ты ведь хороший пес, а? Правда? Много монстров пострадало от этой штуковины. Это все ради чего пришлось столько Я ждать. знала, что ты Ради будешь тебя. хороший родитель. Да, с таким косоглазием ты вряд ли метко стреляешь. Путешествие в карете не сравнится ни с чем. И что, бьет прямо в цель, а? А тебе говорят, пророчество есть. Что-то такое. Про худшего стрелка всех времен. Да, да, именно так. Я этого жду не дождусь. Очаровательно. Можешь исполнить хмельной глушвинский? Совершенно замечательно! Ездили по лавкам вчера.
Это всем ясно. Меня так снова собьет. Думаешь, можно убивать моих друзей безнаказанно? Это называется... Неужели здесь появился великий трагический актер? Есть ли кто-нибудь, кто познал жизнь, кто сможет дополнить мои слова достойным представлением? Я величайший автор трагедий в Альбионе, автор множества пьес. А сейчас я оттачиваю свой величайший шедевр. Ты можешь помочь мне? Прекрасно! Все, что тебе надо делать, это отвечать на каждое мое высказывание соответствующим выражением лица. Пусть тебя ведет мощь моего воображения. Руперт фланировал по улице с другом, когда вдруг разразился смехом. Боюсь, мое мастерство гораздо выше твоего. Тебе надо брать уроки актерской игры. Узри мир, познай его радости и печали. Что такая личность, как ты? Ты и впрямь заслуживаешь скидку. Только никому не говори. Такой клиент – большая честь. О, я рад твоему возвращению.
твои ноги в этих ботинках. Ну что, хочешь бесплатный совет? Тогда... Открой глаза, тупица. Можешь, конечно, попробовать выстрелить. Это честь защищать от преступников таких людей, как ты. Я бы взяла тебя к себе, но у тебя уже есть хозяин. Хорошо выглядишь. Моя слава начинает распространяться, не правда ли? Неплохо. Ну как, с родительскими обязанностями легко справляться? Обожаю свою жизнь.
Что стряслось, дружище? Думаю, надеюсь, я в силах тебе помочь. Привет, воробушек! Отлично! Ура! Приглядывай за ребенком как следует. Мне нравится. В округе шныряют хоббы, и осторожность не помешает. Да. Знаешь, эта шляпа тебе очень идет. Мне бы и правда не помешало, чтобы в Гулшвилле была распродажа. Надо только найти хорошую. О, тебе очень идет. Я уверена. Однажды ты прославишься. Отлично. Тебе недавно не попадались разбойники? Гадай. Отлично. Привет, ушастый. У тебя получилось создать... Колеса фортуны. Игра не для средних умов. Ты постоянно нападаешь на ясновидцев. Ура! Уничтожить самых опасных существ Альбиона. Тебе придется отгадать мою В городе загадку. все хорошо. У меня. Быть хорошим. Одной бутылки пива хватит на компанию из 20 человек. Что-то сомневаюсь. Куплю его еще. Это... Всегда рад оказать услугу. Тебя хозяин научил? Ты вряд ли метко стреляешь. Ты же ничего не умеешь, это всем ясно.